В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные итоги этого дня. Восстановительные работы в селе Бяскёль горного района проверил глава Якутии Арсен Николаев. В Якутске состоялись торжественные проводы сотрудников авиалесопожарной службы из регионов России, которые боролись с природными пожарами в Якутии. Отопительный сезон стартовал в регионе. Готовность объектов составляет 91%. В Нерюнгри идет подготовка к всероссийской переписи населения. Набор слушателей на курсы по программе объявил Центр опережающей профессиональной подготовки республики. На выбор предлагается более 100 профессий. Глава республики Арсен Николаев посетил село Бяскёль горного района. Он ознакомился с ходом восстановительных работ, возведения хозяйственных построек, в том числе коровников. Также он встретился с добровольцами молодежки Общероссийского народного фронта. Около 100 волонтеров из 19 регионов страны уже неделю работают с населением села. Среди добровольцев имеются специалисты разных профилей – психологи, медики, юристы и профессиональные строители. Арсен Николаев поблагодарил волонтеров и пожелал всем удачи. Что касается строительства, то на сегодня подготовлен фундамент коровника на 100 голов. Работу проводят 10 подрядных организаций. 34 благоустроенных дома под ключ планируют ввести в эксплуатацию 15 октября текущего года. На сегодняшний день возводятся 18 домов из цельных деревянных панелей. Сейчас мы в Бяскёле строим 10 домов из панелей МКМ. Сейчас все сваи установлены в 10 домах, каркас установлен в 7 домах. Вот, сами видите, это первый дом. Сейчас уже внутренние работы и крыша идет. Стройматериалы полностью привезены. Вчера привезли утеплитель. Сейчас начнем утеплять пол и потолок. Сегодня в торжественной обстановке состоялись проводы сотрудников авиалесопожарной службы, которые более 2,5 месяцев принимали участие в тушении лесных пожаров на территории Якутии. Ребята из Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области в количестве 99 человек поблагодарили за достойную службу и за самоотверженный труд, а также вручили благодарственные письма от имени правительства республики замминистра экологии и природопользования и лесного хозяйства региона Сергей Сивцев и начальник Якутской авиационной охраны лесов Владимир Леонов. Прямиком из базы дислокации ребята направились в аэропорт. Достойно работали и в Западной Якутии, значит, потом в Вилюйской группе районов, потом переместились в Центральную, работали в Горном районе, работали в Усмайском. Сейчас вот с Усмайского района уже вот мы вывозим их для отправки к месту постоянной дислокации. В принципе, работы этих сотрудников мы довольны, люди подготовленные. Ну, конечно, то, что такое количество людей прибыло к нам и оказало помощь, это такой, ну, можно сказать, беспрецедентный случай. Было очень тяжело, сложно, но выдержали. Ребята справились с задачей? Ребята справились, мы им благодарны. Не считая местный состав, в этом году для тушения было привлечено 800 человек из 19 регионов России. Приморья, Ханты-Мансийской, Тюменской, Мурманской, Архангельской, Хабаровской и других областей. Огромное количество техники, в том числе авиационной, самолетов Ил-76, Б-200, вертолетов, не только авиалесоохраны, но и Министерства обороны, а также МЧС России. Общими усилиями, работая в тяжелейших условиях, все они смогли стабилизировать лесопожарную обстановку на территории Якутии. Были какие-нибудь случаи такие, которые запомнились за это лето? Да, много случаев было, но один мне понравился больше всего. Это вот тушение лесного пожара в Мыхтакском наслеге, деревня Дикимдя. Мы спасали охотничьи угодья, а также была угроза населения лесного пожара. Запомнилась, я бы сказал, работа, так скажем, местного населения, так сказать, организация, так скажем, парашютистов пожарных и десантников пожарных с местным населением хорошо отработали. Я бы поставил оценку на отлично.
Отопительный сезон стартовал в 24 районах республики. В оставшихся 12 тепло запустят до конца этой недели. В целом, готовность объектов предприятия жилищно-коммунального хозяйства региона к отопительному сезону составляет 91%. А между тем продолжается и навигация этого года. Напомним, ГУП ЖКХ сегодня имеет свои филиалы в порядка 30 улусах республики, где до конца сезона планируется завести 514 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов. На сегодняшний день удалось исполнить 82%. Завоз топлива проходит в штатном режиме. Об этом отметил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Вячеслав Емельянов. В городе Якутске сегодня, 6 сентября, планируется запуск отопления непосредственно в жилые фонды, социальные учреждения. Отопительный сезон у нас начался с 1 сентября. Основной задачей сегодня у энергетиков является это непосредственно восстановление линии электропередач ВЛ 110 киловольт по направлению Хандага-Чурапча. Я напомню, в результате лесных пожаров у нас там пострадало более 110 опор линии электропередач. Тем временем, по предварительным прогнозам, температура воздуха в столице в сентябре будет около нормы или чуть выше. Осадков ожидается чуть меньше нормы. Примерно такие же прогнозы для всей Центральной Якутии. С середины месяца ожидаются дожди на севере республики, в Абыйском, Момском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Нижнеколымском, Алаиховском улусах, а также в арктической группе районов. Синоптики прогнозируют похолодание. Мокрый снег уже с конца этого месяца. Впрочем, в Черском Нижнеколымского района первый снег выпал уже сегодня. А уже в первых числах октября ожидается образование плавучего льда на реках северо-востока республики. Действительно, из-за низких температур холодно и неуютно стало в жилых домах, больницах и школах на севере. Как этот вопрос решила администрация района и Усть-Майский филиал тепловой электростанции, в материале наших коллег. Много лет осенний график подачи тепла в дома усть-майцев оставался неизменным. В горной части района он начинался с 1 сентября, в Приалданской – с 10, а то и с 15 сентября. Для всех это было некомфортно. И вот недавно при рассмотрении вопроса по подготовке к отопительному сезону в связи с пандемией и ростом заболевших на территории Улуса глава района Александр Антипин предложил руководству Усть-Майского филиала «Теплоэнергосервис» запустить котельные с 4 сентября, почти на неделю раньше. Я рада, что дали рано. Тепло дома, приятно вставать утром. И детям хорошо. Да, за все года это первый раз, что так у нас все сделали для людей. Главное, что тепло поступает на социальные и бюджетные учреждения, ковидное отделение поселка Усть-Мая, больницы, а также школы и детские сады района. 4 сентября было тепло во всех зданиях, сооружениях по отрасли образования. И сегодня все школьники уже начали учебный год в теплых школах, ну и, конечно же, в детских садах. 17 котельных Усть-Майского филиала «Теплоэнергосервис» отапливают 10 поселений Усть-Майского района. То, что отопительный сезон начался без боев, этому предшествовала проведенная летом ремонтная программа котельного оборудования, измена изношенных теплосетей и реализация инвестиционных программ. Администрация нашего района отслеживает все вопросы по подготовке объектов к отопительному сезону, смотрит в целом, как происходит завершение ремонтных программ ресурсоснабжающими организациями, вопросы завоза угля в район держат под контролем. В этом году как никогда с местного бюджета было профинансировано в полном объеме, то есть 100%, на устранение предписаний, замечаний всех наших надзорных органов. Опытный и обученный персонал котельных, подготовительные работы, проведенные летом – все это вселяет уверенность, что отопительный сезон 2021-2022 годах в Усть-Майском районе пройдет нормально и без аварий. Юрий Таюрский, Тимур Канаев, Анатолий Вако, поселок Усть-Мая. Роспотребнадзор запускает горячую линию, посвященную вопросам организации питания в общеобразовательных учреждениях. Консультацию можно будет получить до 17 сентября. Специалисты ответят на вопросы, касающиеся организации питания учащихся в школах, роли администрации образовательной организации в этом процессе, аспектах возможного родительского контроля за питанием детей и дадут разъяснения по соблюдению принципов здорового питания. Номер консультационного центра вы видите на своих экранах.
Строительство детского сада продолжается в Якутске по улице Кузьмина. Первые сваи были установлены еще год назад. На данный момент работа выполнена на 80%. Здание трехэтажное, рассчитано на 240 мест. Сейчас основная работа идет по благоустройству прилегающей территории. Разнорабочие монтируют игровые площадки, малые архитектурные фигуры и устанавливают ограждения. А внутри здания завершается отделка помещений. Детский сад строится в рамках нацпроекта «Демография». Здание запланировано ввести в эксплуатацию уже в середине ноября. Всего 12 площадок детских, одна спортивная площадка. Идет монтаж этих малых форм, мы их бетонируем на основании, потом идет у нас покраска всех вот ограждений. 166 кустарников уже посажено. Параллельно мы собираем беседки, обшиваем шпунтованной доской. Шлифованной доской у нас идут обрешетки вот стеновые. У нас на спортивной площадке 5 у нас малых форм. Получается лестница с сеткой, потом у нас бруски. И по периметру будет беговая дорожка. Ну и по центру игровая зона. Якутия заключила десятки соглашений в рамках Восточного экономического форума, который завершился на прошлой неделе во Владивостоке. Общая сумма подписаний составила около 25 миллиардов рублей. О том, с какими регионами и организациями республика будет сотрудничать и как данные соглашения скажутся на жизни якутян, узнавал Власий Сергеев. По итогам 3 дней работы в рамках Восточного экономического форума между республикой и другими регионами, а также различными организациями было подписано 41 соглашение на сумму порядка 25 миллиардов рублей. Безусловно, Восточный экономический форум – это главный экономический форум Дальнего Востока, один из главных в стране. И очень хорошо, что после годичного перерыва из-за пандемии он сейчас прошел. Прошел он для Якутии традиционно успешно. Конечно же, и все соглашения, они были заранее проработаны. Был большой подготовительный период. Я благодарю правительство, муниципалитеты, наши корпорации, компании за подготовку этих больших соглашений. По итогам форума глава республики отметил, что спектр подписанных соглашений довольно широк, начиная от вопросов, связанных с креативными индустриями и заканчивая соглашением с Забайкальским краем о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Соглашение между регионами стало первым в истории, несмотря на то, что взаимодействие между ними ведется не первый год. Мы, два региона, с суровыми климатическими условиями, с огромными пространствами, с не очень большим количеством населения. Если мы подписываем соглашение, это задает определенную рамку, нацеливает и отрасли, и бизнес, и самое главное, региональных и местных руководителей теснее взаимодействовать и внимательнее искать совместные возможности. Еще одним важным соглашением стало подписание меморандума с корпорацией Дом РФ о софинансировании строительства социальных объектов, застройки территории Якутска и Нерюнгри за счет инфраструктурных облигаций. Мы первыми в стране получили инфраструктурные кредиты, мы их направили на инфраструктуру, то есть на теплоснабжение, водоснабжение. А вот сейчас с Дом РФ договорились, что они также будут вкладывать деньги, но они будут вкладывать деньги в социальную инфраструктуру, то есть строительство школ, больниц, детских садов. И в итоге мы получим объекты, вот эти новые наши жилые кварталы, квартал воинской части, микрорайон Звездный вот в городе Якутске и квартал Р в городе Нерюнгри. Не просто сначала дома построим, а потом начнем строить школы, детские сада, как это обычно бывает. А они одновременно у нас появятся. Более того, мы даже думаем, что социальные объекты появятся во многом раньше, чем большая часть жилья в этих кварталах будет построена. Также важное соглашение было заключено с Министерством промышленности и торговли России касательно реализации социально значимых проектов. Так, согласно документу, Якутии будет оказана поддержка в строительстве Жатайской судоверфи. Помимо этого, министерство поможет с закупкой техники на газобаллонном оборудовании для автобусов по субсидированным ценам. Также республика получит поддержку по приобретению оборудования, производящего кислород для больных ковидом.
Не могу не отметить, обсуждалась задача создания фонда развития промышленности. Этого давно ждут наши предприятия, это лесозаготовка, это наши ювелиры, то есть те, кто занимается именно переработкой, кому нужны средства на приобретение нового современного оборудования, поддержать при операционной деятельности, при экспортных контрактах. Здесь глава республики обещал оказать всеобъемлющее содействие, чтобы такой фонд на территории республики был. Поэтому Якутия вперед! По завершению форума глава республики отметил, что итогом подписания 41 соглашения на сумму порядка 25 миллиардов рублей станет повышение качества жизни якутян. Власий Сергеев, Джилустан Иннокентьев, Владивосток, Якутск. В Нерингре готовится к всероссийской переписи населения. Она пройдет с 15 октября по 14 ноября этого года. К настоящему времени в районе уже выполнена ревизия адресного хозяйства, проверена полнота и правильность регистрационного учета населения. Подробности у наших коллег. Участникам переписи нужно будет ответить на 33 вопроса, 23 из которых касаются социально-демографических характеристик, еще 10 – состояния жилищных условий. Документы переписчикам показывать не нужно. Информация записывается со слов гражданина. Все данные переписчики занесут в вопросные листы, загруженные в их планшеты. По сравнению с переписью 2010 года будет внедрен ряд новшеств. В этом году перепись населения будет проходить как в онлайн-формате через госуслуги. Также она будет проходить в обычном очном режиме, когда переписчик приходит домой и, соответственно, переписывает членов семьи. Если человек переписался в госуслугах, то когда к нему домой придет переписчик, то об этом нужно обязательно сообщить. Вообще, если человек переписался в госуслугах, то больше ему переписываться не нужно, он автоматически отмечается, что вот этот человек, гражданин, переписан. И третий формат нынешней переписи – это когда человек может самостоятельно отправиться на один из стационарных пунктов переписи. И в городе Нерингре будет 17. По предварительным данным, будут привлечены в качестве переписчиков 132 человека. Желающих подключиться к их деятельности Государственный отдел статистики города Нерингре приглашает на работу. Переписчик, прежде чем приступить к работе, он должен принести в Государственный отдел статистики города Нерингре свои документы. В них должны быть копии паспорта, копии СНИЛС, копии ННН и расчетный счет в банке Сбербанка «Карты Мир». Значит, все документы и желательно быть вакцинированными. В рамках переписи будет определена фактическая численность постоянного населения в каждом поселении, граждан, которые здесь проживают не менее 1 года. Трудовые мигранты и вахтовики также подлежат переписи. По месту учебы подлежат переписи студенты, по месту службы – военнослужащие. Тамара Игнатьева, Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерингре. Центр опережающей профессиональной подготовки республики объявляет набор слушателей на курсы, которые стартуют уже с середины сентября. На выбор сегодня предложено более 100 профессий. Как будет проходить обучение, узнаем в материале Дмитрия Тымырова. Выбор образовательных программ весьма обширен. Курсантам предложены профессии, связанные с охраной труда, интернет-маркетингом, социальной работой, графическим дизайном и другими направлениями. И все это бесплатно. Главное условие – желание учиться и получать новую профессию. Здесь участвуют женщины, состоящиеся в нетрудовых отношениях и имеющие детей до школьного возраста, то есть включительно до 7 лет, и женщины, которые по уходу за ребенком до 3 лет, и пенсионеры и предпенсионного возраста жители, и безработные, и которые ищут работу. Желающим получить новую специальность необходимо перейти на сайт sop14.ru и с помощью логина и пароля от государственных услуг записаться на курсы. Подать заявку можно на портале «Работа в России», сайт Труд7. Авторизоваться нужно логином и паролем от госуслуг. Находим вкладку «Обучение в рамках проекта «Демография». Нажимаем. Все довольно-таки просто. Вы выбираете компетенцию и подаете заявку.
В этом году данной программой должны охватить более 1000 человек, а в последующем всем им должны помочь трудоустроиться. Таким образом, у нас конечная цель программы – это восстановить рынок труда до пандемийных значений. В республике действует 2 региональных оператора. Это наш Центр опережающей профессиональной подготовки и Северо-Восточный федеральный университет. Центр опережающей профессиональной подготовки предлагает также программы по линии WorldSkills Россия. На сегодня таких более 100. Так что выбор занятий весьма широкий. В центре уверены, каждый найдет себе подходящую профессию. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. 110 лет исполняется историческому зданию Национальной библиотеки республики. Строительство его началось еще в мае 1909 года при поддержке губернатора Ивана Крафта. Здание проектировал инженер-архитектор Клементий Лешевич. Строители за 3 года возвели двухэтажный каменный дом в русском стиле. Сейчас историческое здание – это не только уникальный архитектурный памятник, но и центр коллаборации науки и искусства. В историческом зале традиционно проходят презентации книг, музыкальные вечера, научные семинары и многое другое. Национальная библиотека, историческое здание, они стали центром притяжения историко-культурного наследия, также разных культурных мероприятий, трансформаций. И мы очень гордимся своим зданием, хотим, чтобы оно сохранилось еще и до будущих поколений. В честь 110-летия исторического здания наша библиотека планирует провести одну виртуальную выставку. Традиционную выставку можно посмотреть, посетив нашу библиотеку в историческом здании на 2-м этаже. Выставки будут рассказывать про историю возникновения здания, о том, какие люди здесь работали, что здесь хранится. Якутский фильм «Тыгын Дархан» покажут на Казанском международном фестивале мусульманского кино. Он проходит с 5 по 10 сентября в 17-й раз. В этом году при составлении программы кинофестиваля отборочная комиссия использовала принцип равного представления зарубежных картин и кинолент из тюркоязычных российских регионов. Так, в программу «Тюркский мир» фестиваля вошли 5 зарубежных кинолент и 5 фильмов из тюркоязычных регионов России. Одним из отобранных фильмов стала якутская масштабная историческая художественная картина «Тыгын Дархан». Снята на основе якутского национального эпоса о знаменитом правителе древней Якутии. На этом выпуск подошел к концу. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.